Амангельды Иманов. Человек легендарный. В истории Казахстана фигура просто знаковая. Амангельды – казах из рода Кыпчак, защитник угнетенных, герой и один из руководителей восстания против царизма, интернационалист, коммунист с 1918 года. По некоторым данным, Амангельды был внуком знаменитого батыра Имана, сподвижника Кенесары хана. Имя Амангельды, именно как защитника казахской бедноты, было известно задолго до национально-освободительного восстания 1916 года. Еще до восстания он на судебных процессах защищал казахов-бедняков, посещал тюрьмы, где их держали в заточении. Но его звезда вошла в зенит именно тогда, когда он в Тургайской области возглавил восстание против царской политики. Тургайские казахи-повстанцы провозгласили Амангельды Сардарбеком, то есть командующим. Он установил в отрядах строгую дисциплину, научил повстанцев пользоваться оружием и требовал усвоить правила ведения боевых действий. Повстанцы организовали несколько атак против местных органов царской власти и окружили город Торгай. В этой операции ярко проявились организаторские и военные таланты Амангельды. Его сарбазы показывали пример бесстрашия и решительности. Царское правительство было вынуждено выслать карательные войска, чтобы дать отпор воинам Амангельды. Только после прибытия основных вооруженных сил противника через 27 дней Амангельды отвел свое войско. Знаменитый казахский акын Джамбул Джабаев посвятил нашему герою такие строки: «Пою я про грозный 16-й год». И сразу припомнилось. В синих туманах пожар бушевал над родным Казахстаном, и сразу я вспомнил, как смелый народ пошел на царя и на баев в поход, под знамя того, кто не трусил беды, Чапая казахского, Амангельды. В 1918 году Амангельды, вступившего в Компартию, назначают военным комиссаром Тургайского уезда. В марте того же 18 года он участвовал в работе областного съезда Советов в Оренбурге, а вместе с Жангильдиным в годы Гражданской войны формировал первые казахские национальные красноармейские части и помогал партизанам в тылу Колчака. В апреле 1919 года Амангельды Иманов был взят в плен и расстрелян всего за несколько часов до освобождения города.